В эфире телеканала «Якутия-24 новости», в студии Иван Лазаренко. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Москве завершилась весенняя сессия Совета Федерации. Сенаторами было рассмотрено более 350 законов. Глава региона Айсен Николаев совершил объезд города Якутска и ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах столицы и пригородов. Сахатеатр имени Платона Аюнского приглашает жителей и гостей столицы на закрытие юбилейного 115-го театрального сезона. Соответствующий комплекс мер предпримут, чтобы минимизировать ущерб сельского хозяйства от засухи в республике. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях заявил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что засуха нанесла урон в крупнейших сельскохозяйственных районах на западе и в центральной Якутии. Конечно, меры необходимо предпринимать заранее. На эту тему я уже беседовал с заместителем председателя правительства Михаилом Никифоровым. Соответствующий комплекс мер будет готовиться и приниматься правительством Якутии. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы минимизировать ущерб сельского хозяйства от засухи, заявил глава республики. Завершилась весенняя сессия Совета Федерации. Сенаторами было рассмотрено более 350 законов. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, все запланированные вопросы были выполнены. Приоритетом этого полугодия стало законодательное обеспечение послания главы государства с упором на социальные вопросы и защиту интересов регионов. К примеру, президент дал поручение Совету Федерации по бесплатному подведению газа до границ земельных участков граждан. Уже одобрены законы о поддержке будущих мам, семей с детьми, полном возмещении больничного по уходу за ребенком. На том же послании, президента, и на этом послании больше Владимир Владимирович акцентирует, на решение внутренних проблем страны, больше на решение социальных проблем, решение демографической политики. Это, конечно, мы полностью поддерживаем для регионов, особенно Дальнего Востока, Арктической зоны, для нашей республики Саха-Якутия. Это архиважно, прежде всего, то, что не рассматривается. Также в Москве завершилось заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета. Это первое официальное международное мероприятие в рамках российского председательства в Совете Арктики. Для его проведения выбрали площадку якутского представительства в столице. Мы воспользовались приглашением руководства представительства и решили провести заседание здесь с тем, чтобы все участники нашей встречи почувствовали арктическую атмосферу, окунулись в то гостеприимство, которым славится Республика Саха-Якутия. Главная тема председательства России в Арктическом совете – это ответственное управление для устойчивой Арктики. Эксперты выделяют 4 приоритетных направления, которым будет уделено особое внимание. Это поддержка коренных народов, охрана окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета. Площадкой для обсуждения главных проектов Арктического совета и поиска лучших решений может стать Северный форум в Якутске. Северный форум – это уникальная площадка для диалога между регионами, причем не только межправительственного, но и научного и делового. Используя статус серьезной международной организации с губернаторским председательством, предприниматели, ученые, медики, руководители образовательных социальных проектов получают прямой и быстрый доступ на международную площадку, на которой представляют свои идеи, инициативы и проекты. Что касается эпидобстановки, то по данным оперативного штаба на территории республики зафиксировали 99 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Так, в Якутске обнаружили 52 случая, в Верхневилюйском районе 7, в Жиганском районе 6. По 5 заболевших инфекцией в Алданском, Амгинском и Нерюнгринском районах по 3, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Хангаласском районах по 2, в Ленском, Усть-Алданском и Эвено-Бытантайском. Единичные случаи коронавируса выявили в Верхоянском, Вилюйском, Кобяйском и Чурапчинском районах.
150 дворов будет благоустроено в столице региона в течение 5 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе объезда городского округа город Якутск. Он ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах города и пригородов, а также осмотрел придомовые территории, на которых в данное время ведется благоустройство. Кроме этого, руководитель региона посетил территорию коррекционной школы номер 34, где встретился с учителями и родителями. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В Якутске полным ходом идут дорожные работы. Поставлены очень высокие цели. В этом году планируется отремонтировать около 50 километров дорог. Сегодня глава Якутии посетил некоторые ремонтируемые объекты, в том числе в селе Пригородное и селе Хатасы. Он отметил, что на данный момент все работы ведутся согласно графику. Это касается и ремонта на улице Халтурина на отрезке дороги от улицы Кальвица до Лермонтова. В данное время производим строительство новых тротуаров на всем протяжении участка по двум сторонам. Также водоотводные лотки, устройства их, то есть подготовка щебеночного основания и непосредственно укладка. В ближайшее время планируем уже приступить к асфальтированию тротуаров. Работы начались производить 27 мая, а заканчиваем примерно в конце сентября. Также глава региона посетил несколько домов, в которых ведется благоустройство придомовых территорий. По словам Айсена Николаева, сегодня необходимо менять подход к благоустройству дворов. Теперь это нужно делать комплексно, чтобы не оставалось белых пятен. Подходы благоустройства дворовых территорий, да, нам поставлена задача, чтобы мы смотрели более комплексно, чтобы, значит, от границ дороги до границ следующего дома максимально охватить всю площадь, чтобы не оставалось там серых зон каких-то. Вне зависимости, значит, это будет разграниченная территория, неразграниченная. Родители учащихся 34-й школы попросили Айсена Николаева обратить внимание на их проблему. На месте старой специальной общеобразовательной школы-интерната планировалось построить 2 школы, одна из которых рассчитана на 2000 учеников. Глава республики предложил другой вариант. Предложил, чтобы здесь у нас появился в целом центр адаптивного воспитания, где будет и большая школа для учащихся детей с ограниченными возможностями. Будет также детский сад для таких же детей и будет интернат. И это все надо сделать на красивом, современном уровне. Уверен, что республика такой проект вместе с городом реализует в ближайшие годы. Ну и, конечно, я поручил в ближайшие годы, пока идет строительство, чтобы дети были тоже в соответствующих условиях у нас размещены. Ну а на самом деле сегодня вот мы здесь присутствуем тоже при историческом событии. Сегодня последняя деревянная школа в городе Якутске, которая вообще существует, вот она как раз уже сносится. Это тоже очень важное событие. В ближайшие 5 лет планируется создание 16 тысяч новых учебных мест как в самом Якутске, так и в его пригородах. Кроме этого, в течение этой пятилетки должно быть благоустроено 150 дворов в столице Якутии. При воплощении всех планов в будущем Якутск ждет полное преображение. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем правительство Якутии ведет активную работу с Минтрансом России по выделению средств на субсидирование авиабилетов из Якутска в Москву и Санкт-Петербург уже в этом году. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава республики Айсен Николаев. Мы ведем переговоры с Минтрансом России по вопросам субсидирования. Я уверен, что ведомство обязательно найдет возможность субсидирования рейсов Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург уже в этом году, сказал глава Якутии. Айсен Николаев отметил, что уже был разговор на эту тему с министром транспорта России Виталием Савельевым, которого глава республики охарактеризовал как специалиста высочайшего класса, знающего проблемы отрасли. Аэропорт Нерюнгри будет закрыт с 1 июля по 1 ноября. Об этом и о ходе реконструкции в других аэропортах республики также рассказал в прямом эфире в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев. Так, в Нерюнгри полностью реконструируется взлетно-посадочная полоса и строится новый аэровокзальный комплекс. В Мирном также строят новый аэровокзал и новую взлетно-посадочную полосу. По ремонту полосы в аэропорту Якутска глава республики отметил, что в этом году строители должны сделать 625 метров новой полосы и пандус, который будет соединять старую полосу и новый участок. Это все должно быть сделано уже до 1 сентября, а затем пройти сертификацию. Илдархан выразил надежду, что с октября, в крайнем случае с ноября этого года, после окончания сертификации, полоса Якутска будет работать на все 3400 метров и также принимать любые суда.
В Сунтарском Улусе идет ремонт федеральной дороги Вилюй. На каком участке и какие организованы работы в материале нашего корреспондента. Масса 2408. Принял. Святая святых – пульт управления асфальтобетонного завода. У оператора Сергея Кузнецова все под контролем. Вокруг все движется, пышет и дышит. Пройдя через многоступенчатые тернии, сложный состав песчано-гравийной смеси превращается в горячий асфальт. На асфальтном заводе работает 8 человек. Производительность завода 120 тонн в час. И в день в среднем обычно производим от 600 до 1000 тонн асфальта. В зависимости от потребностей на дороге. В этом сезоне дорожники продолжают укладку асфальтового покрытия в отрезке, который проходит через село Тайбахой. Это более чем 3,5 километра. Жители радуются. Уже к осени здесь будет современная, красивая дорожная инфраструктура. По ремонту предусмотрено все. Тротуары, освещение. И это придает очень красочный, эффектный вид села. Очень довольны работой, очень благодарны руководству Вилюй-Автодора, подрядчикам Сунтар-Автодор. Одно дело – построить дороги, другое – постоянно содержать ее в надлежащем состоянии, что обеспечивает безопасность дорожного движения. Предприятие в этом году приобрело новую современную машину для разметки дорожного полотна. В последнее время у нас объемы увеличились по покраске, поэтому решили купить специальную разметочную машину, что позволяет более качественно наносить разметку, более быстро и эффективно. В этом году мы, сотрудники Сунтар-Автодор, сами поехали, обучились в Беларуси. В будущем, хорошо обучившись, хотим, как в качестве услуги, работать и на других дорогах. Сунтар-Автодор в этом сезоне произведет капитальный ремонт дороги протяженностью 10 километров. Дорожники работают с опережением графика и планируют сдать участок дороги уже в конце сентября. Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Сунтар. Сахатеатр имени Платона Аюнского приглашает на закрытие юбилейного 115-го театрального сезона. Декада спектаклей, посвященная закрытию сезона, будет включать в себя лучшие и любимые зрителями постановки театра. Это и традиционная якутская драматургия, комедии, драмы, классическая итальянская драматургия Луиджи Пиранделло от режиссера Андрея Борисова и современное прочтение знаменитой советской пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» от режиссера Сергея Потапова. Начало всех спектаклей в 18:00. Билеты можно приобрести как на кассе, так и онлайн. Напоминаем, в условиях пандемии заполняемость зрительного зала 50% и обязателен масочный режим. 3 июля мы играем наш знаменитый спектакль «Лоакут и Нюргусун» Тимофея Сметанина. Это для якутских зрителей очень известный спектакль, потому что это является якутским «Ромео и Джульетта». Этот спектакль поставил Герасим Семенов в 2010 году, когда мы ставили 10 лет тому назад. Героями были Лиза Потапова, Петр Баснаев. Как раз в эти дни он стал народным артистом, например. Потом играли Аяла Мосев, Ирина Никифорова. А сейчас в наши дни играют наши молодые, красивые артисты Вячеслав и Айталина Лавернова. На этом наш выпуск завершен. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.